Жертвами уханьского вируса стали 26 человек. Число заболевших перевалило за 800. Между тем, власти Китая закрыли 10 городов и за неделю планируют построить спецбольницу. А в Казахстане готовятся к различным ситуациям. В аэропорту проводят учения. Британский журнал The Economist опубликовал индекс демократии. Почти все страны Центральной Азии признаны авторитарными, за исключением Кыргызстана. Почему ситуация не меняется? В Бишкеке люди выискивают уцелевший уголь в зале, чтобы потом его продать и прокормить себя и свои семьи. О необычном, но очень вредном для здоровья промысле наш репортаж. Надеюсь, наши дети не будут работать в таких местах. Они должны работать там, где нет воды, где сухо и тепло. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Количество жертв нового типа коронавируса выросло до 26 человек. Власти КНР закрыли въезды и выезды в 10 городах. Между тем, Всемирная организация здравоохранения сочла преждевременным объявлять вспышку пневмонии в Китае. Чрезвычайная ситуация международного значения. Дарья Тимофеева продолжит. Опубликован первый снимок коронавируса 2019 NCOV. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний получил изображение при помощи электронного микроскопа. Теперь ученые могут изучить структуру вируса, унесшего жизни 26 человек. Сегодня СМИ сообщили о первом случае смерти за пределами провинции Хубэй. Количество зараженных растет. Сейчас их число достигло 830 человек. В китайском городе Ухань, где возникла вспышка заболевания, начато скоростное строительство больницы. Медучреждение должно быть готово в течение 6 дней. По сообщениям СМИ, в эпицентре коронавируса провинции Хубэй изолированы больше 30 миллионов человек. Власти ввели запрет на въезд и выезд в 10 городах. Позже в них была приостановлена работа общественного транспорта. В мессенджерах появляются видео с комментариями, что якобы для блокировки населенных пунктов привлечена армия Китая. Жителям рекомендовано избегать столпотворений и публичных собраний. Улицы городов опустели, многие развлекательные заведения закрыты. Всех прибывающих в аэропорты страны подвергают тщательной проверке. Сотни туристов из Китая, прилетевшие на Филиппины, были отправлены обратно, сообщает местная служба CNN. Вирус уже проник на территорию США, Таиланда, Южной Кореи, Вьетнама и Саудовской Аравии. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса. При этом вспышку пневмонии в Китае не признала чрезвычайной ситуацией международного значения. Мы не знаем источника этого вируса, мы не до конца понимаем, насколько легко он распространяется, а также его клинические особенности и тяжесть болезни. ВОЗ совместно с партнерами работает день и ночь в Китае и других регионах на местном уровне, а также активно изучает вирус здесь, в штабе, насколько возможно быстро. В целях предотвращения эпидемии власти Китая отменили в столице крупные мероприятия. Решено отказаться и от масштабного празднования китайского Нового года. Напомню, первая вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском Ухане в декабре прошлого года. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Дарья Тимофеева, Азат Антымаков. Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Тем временем в странах Центральной Азии готовятся к разным сценариям развития событий. В Казахстане сегодня провели учения в международном аэропорту Алматы. По легенде, врачи-инфекционисты встретили больных коронавирусом. Учения выглядели довольно реалистичным. Руководство аэропорта таким образом проверило готовность своей медицинской службы на факт проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Помимо этого, сотрудники аэропорта проводили учения по обработке специальным раствором автомобилей, самолетов и всего, чего касался якобы зараженный пассажир. А Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса и мясной продукции из Китая. Тем не менее, Минздрав призывает не паниковать. В министерстве создан оперативный штаб для мониторинга ситуации с коронавирусом в Китае. Туда вошли представители ветеринарной инспекции и пограничной службы. Минздрав также сообщил, что на пограничных пунктах специалисты спецсанэпидемслужб работают в усиленном режиме. Задействовано оборудование для раннего выявления симптомов. Проводится опрос людей, пересекающих границу. Ускорить оказание помощи пострадавшим в авиакатастрофе в Алматы и решить проблемы, из-за которых в последнее время участились акции протеста в Казахстане. Такие поручения дал Касым-Жомарт Токаев. Шолпан Оразбекова продолжит. На первом в этом году заседании правительства с участием Касым-Жомарта Токаева выговоров и увольнений не было. Хотя критика все же звучала, но так глава государства дал шанс своим подчиненным исправить недостатки в работе. Это было сказано в самом конце большого собрания. А началось все как обычно, с докладов членов Кабмина.
Затем самое интересное. Токаева интересовали ситуации вокруг народных проблем. Одной из значимых тем стало крушение самолета Back Air в конце прошлого года. Ко мне поступают письма от пострадавших. Они не получают компенсацию, денежную компенсацию. Люди лежат в больницах. Некоторые оказались нетрудоспособными. Просьба ускорить эту работу. Есть. Люди, которые пострадали, должны получить помощь от правительства и от местных исполнительных органов. Я обращаю внимание акимов на этот вопрос. Есть. В ближайшее время, пожалуйста, решите данную проблему. Другое поручение коснулось уже всего правительства. В кратчайшие сроки Токаев поручил решить проблему с автомашинами, ввезенными из Армении и Кыргызстана. Простить растаможку президент не обещал, но дал отсрочку автовладельцам иномарок. Для разрешения данной проблемы правительству в месячный срок в разовом порядке следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана и стран Евразийского экономического союза для личного пользования. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывести его из страны, либо осуществить иное незапрещенное законодательством действие. Президент также рекомендовал не тратить бюджетные деньги на праздничные мероприятия. Это прозвучало после отчета главы Восточно-Казахстанской области о затратах на 175-летие казахского поэта Абая Кунанбаева. Планировалось выделить 20 миллиардов тенге. Это примерно 53 миллиона долларов. Президент напомнил и о том, что государственные средства, то есть налоги, это народные деньги. Поэтому поддерживать, например, банковский сектор необходимо на рыночных условиях, без участия бюджетных денег. Токаев призвал чиновников экономить и на покупке дорогих авто для госструктур. Он предложил ввести мораторий на приобретение недешевого автотранспорта для руководителей ведомств, а также на проведение конференций и семинаров для госслужащих. Аналитическое подразделение британского журнала The Economist опубликовало ежегодный индекс демократии. При оценке уровня демократии исследователи учли 60 ключевых показателей. Однако основными критериями были избирательный процесс, плюрализм, деятельность правительства, гражданские свободы и политическая культура. Исследование охватило 196 стран мира. В индексе они подразделены на 4 группы: полная демократия, недостаточная демократия и гибридные и авторитарные режимы. В сравнении с 2018 годом в странах Центральной Азии ситуация существенным образом не изменилась. Как и прежде, у Кыргызстана показатели лучше, чем у других стран региона. Страна попала в группу гибридных режимов и расположилась на 101-й строчке. Годом ранее страна была на 98-м месте. Казахстан продвинулся на 5 позиций выше, на 139-е место. Однако страна не смогла выбраться из группы авторитарных режимов. Здесь же на 157-м месте расположился Узбекистан. За год страна опустилась на 1 позицию. Таджикистан с похожими показателями расположился на 160-м месте, а вот Туркменистан, как и в прошлом году, на 162-м месте. По мнению эксперта Московского центра Карнеги Тимура Умарова, ситуация с демократией в регионе вряд ли изменится. На примере Узбекистана он рассказал, что развитие демократических свобод не входит в приоритет властей центральноазиатских республик. Прорывов ждать не стоит. Об этом, мне кажется, открыто даже заявляет руководство Узбекистана, в частности. Большой упор делается на экономические реформы, на либерализацию экономических сфер жизни. Ну вот, например, в этих парламентских выборах не было никаких независимых кандидатов. Все кандидаты были от 5 партий, которые уже представлены в парламенте. Что касается создания новых партий, ну, это пока практически невозможно, и это, конечно, отрицательно. Политически Узбекистан любит стабильность, да, вот это пресловутое чистое небо над головой. Так все, я думаю, и продолжится. Таджикистан занял место в самом низу индекса демократии. Страна признана государством с авторитарным режимом. Ниже в списке только закрытый Туркменистан, Северная Корея, Сирия и несколько стран Африки. Почему Таджикистан находится в таком положении и что о самом индексе думают местные политологи, выяснял Анушер Ванарипов. Таджикистан в рейтинге демократии занимает 160-е место. Такой индекс с 2006 года ежегодно проводит The Economist Intelligence Unit. Оценка проводится по таким критериям, как развитие политических и социальных институтов, уровень жизни и развитие экономики.
Из центральноазиатских стран в красном списке только Таджикистан и Туркменистан. А вот соседний Узбекистан, который в рейтинге несколько лет назад был отмечен красным цветом, посветлел до оранжевого, что говорит не в пользу Таджикистана. Бывший замдиректор Центра стратегических исследований при президенте страны не согласен с такими показателями. По его словам, авторы исследования не могли правильно оценить уровень демократии, ведь для этого нужно обязательно приехать в страну, провести анализ уровня безопасности, результатов выборов, развития политических партий и активность гражданского общества. Во-первых, есть закон инерции. Вот когда-то об этом говорили в постконфликтном Таджикистане. И, наверное, это еще идет и долго будет идти. И это, конечно, неправильно. На красной зоне мы давно уже не находимся, на желтой даже не находимся. Потому что почти все вопросы, которые относятся к демократии, у нас решаются, развиваются, есть изменения, есть продвижение, есть достижения. Политолог Рашид Гани Абдулло считает, что сравнивать Таджикистан со странами Запада нельзя. Оценивать уровень демократии здесь нужно совершенно по другим критериям, то есть по уровню стабильности государства и территориальной целостности. Мы имеем в виду состоявшееся государство. Что есть состоявшееся государство? Хотя бы то, что решения, принятые, скажем, на уровне правительства, они, в принципе, выполняются вплоть до самого последнего района. Что страна не стала полем противостояния великих держав современности. Политолог Шукирджон Хакимов считает, что положение Таджикистана в индексе полностью обосновано. Хотя в стране формально есть все институты, присущие демократическому режиму, а их деятельность закреплена Конституцией и законами, приняты международные нормы, но фактически СМИ сегодня полностью под контролем государства, экономика не развивается из-за высокого уровня коррупции. Формально все политические партии зарегистрированы, но поскольку нет реальной конкуренции между политическими партиями и выборы пока не стали критерией определения расстановки политических сил, то и выборы фикция, а политический плюрализм превращена в фарс. Таджикистан традиционно уже многие годы в большинстве международных рейтингов по развитию демократии и гражданского общества, свободе слова и вероисповедания, уровню жизни населения, доступа к продовольствию и интернету находится в самом низу. Несмотря на то, что власти страны регулярно говорят о всестороннем развитии, по рейтингам видно, что это не так. Кадровые перестановки в Кабмине и силовых структурах Таджикистана. Эмомали Рахмон снял с должности министра образования и тут же нашел ему другую работу. Сменил работу министр экономразвития, снял с должности министра культуры. Такие перестановки в высших эшелонах власти Таджикистана проводятся регулярно, рассказывает Акрам Абдукахор. Министр образования Нуридин Саид провел на своей должности ровно 8 лет. По словам журналиста Азиза Накибзода, за это время он успел прославиться только своим незнанием русского языка и полностью коммерческим подходом к обязанностям. В основном введением национальной монополии на производство школьной формы и учебников. Теперь он возглавит комитет по телевидению и радиовещанию, то есть займется тем, в чем вообще не разбирается. Он на телевидении может только укрепить коммерческую составляющую, но он не специалист в области ТВ и радио, и он не может сделать ничего в этой области. Но его главная цель – следить за выполнением государственных поручений. Ротация кадров, переход с одной позиции на другую среди политического истеблишмента Таджикистана – дело привычное. Например, сегодня же министр экономразвития страны Нигматуллух Хикматулло Зуда стал помощником президента по экономике. Его первый зам сам стал министром, а экономический помощник главы страны – первым замминистра. По словам эксперта Абдумалика Кадырова, это все делается, чтобы показать таджикистанцам, что изменения во власти происходят регулярно, но фактически-то их нет. Ежегодно из одного переходят одни и те же самые люди из одного кресла в другое кресло. То есть в свое время президент Рахмон говорил, что у меня в кармане больше не осталось кадров. Постоянные ротации, наоборот, приводят к снижению эффективности работы госучреждений, уверен Кадыров. Министры, председатели госкомитетов, институтов власти и городских администраций не успевают вникнуть в свои обязанности, а их уже меняют местами. Когда человека назначают, у него должно быть достаточно времени для того, чтобы, во-первых, адаптироваться, во-вторых, реализовать то, что задумал. Но вся штука именно в том, что
Это работает, когда назначают профессионалов. Кадровые перестановки в Таджикистане стартовали с начала года. Почти каждый день аппарат президента публикует новые приказы. Как долго это все продлится, непонятно, да и особых изменений политического курса никто не ждет. Смотрите далее в нашей программе. В Бишкеке люди выискивают уцелевший уголь в зале, чтобы потом его продать и прокормить себя и свои семьи. О необычном, но очень вредном для здоровья промысле наш репортаж. Надеюсь, наши дети не будут работать в таких местах. Они должны работать там, где нет воды, где сухо и тепло. Корреспонденту казахской службы радио «Свобода» Азатык заткнули рот руками, причем в прямом смысле слова. Асемгуль Мухиткызы попыталась получить комментарий у дочери Нурсултана Назарбаева, спикера Сената Дариги Назарбаева, по поводу скандальных заявлений ее сына Айсултана. Дарига Назарбаева вопрос проигнорировала, а помогли ей охранники. Один из них попросту закрыл ей рот, когда та пыталась задать ей вопрос. В этот день дочь Ельбаса охраняли 6 человек, хотя обычно это делают 2-3 телохранителя. Журналистка пока не решила обращаться в правоохранительные органы, а вот как правозащитники оценили действия охраны. Действия охранников и незаконны, и неэтичны, потому что вот то, что происходило в прошлом году, они себе позволяли очень много, и по нашей статистике очень много задержанных, и очень много фактов воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов, это уже становится как бы нормой, но это не есть норма. Эти люди копаются в отходах ТЭЦ, чтобы выжить. Близ Бишкека около 200 человек посменно работают на Золоотвале местной теплоэлектроцентрали. Несгоревший уголь вместе с водой вытекает из нескольких крупных труб. Даже в самые крепкие морозы, в обыкновенных резиновых сапогах почти по колено в грязи, люди отбирают пригодный к продаже уголь. Общаться с журналистами рабочие не хотят, но нашему корреспонденту Джибек Бегалиевой сделать это удалось. Все, кто здесь работает, категорически не хотят ничего говорить на камеру. Прежде чем начать снимать, нам пришлось потратить много времени, чтобы уговорить их дать интервью. Никому не хочется рассказывать о том, что им приходится копаться в отходах с городской ТЭЦ, чтобы прокормить семью. А еще они боятся, что после журналистов на Золоотвал с проверками нагрянут чиновники или милиция, как это уже не раз бывало. Хотя Нурбек очень удивляется, если он ничего не просит у государства и пытается выжить хотя бы таким образом, почему их хотят лишить последнего заработка. Я горжусь своей работой. Детей надо кормить, семью обеспечивать. Коллегами тоже горжусь. Зарабатывают свой хлеб честным трудом. Нурбек первый, кто решился дать интервью. У него 2 детей. Один ходит в сад, другой в школу. Зимой на стройке работы нет, вот он и приходит сюда даже в самые лютые морозы, когда бывает так холодно, что от воды, как сейчас, идет пар, а Нурбек все равно улыбается. Мы постоянно шутим друг с другом, рассказываем истории из жизни, подбадриваем друг друга. Вся эта жидкая черная масса идет от бишкекской теплоэлектроцентрали. Рабочие на Золоотвале собирают несгоревший уголь и продают его. Чтобы не толпиться здесь всем и сразу, они договорились работать посменно, круглые сутки. Работают здесь люди разных профессий. Бывшие учителя, ветеринары и журналисты. Многие из них уезжали или пытались уехать на заработки в Россию. 2 из 3 детей Эрниса – трудовые мигранты. Один в Москве, другой в Турции. Сам Эрнис работает на Золоотвале с 98 года. За столько лет тяжелого физического труда у него даже стали отказывать ноги. Например, я 2 года назад поработал в России. Когда я уезжал в июне, только в Якутию каждые 2 дня улетал самолет с людьми, которые ехали туда на заработки. Вы только представьте себе, сколько это человек. Эрнис не верит, что в ближайшее время в Кыргызстане что-нибудь изменится. Он разочарован в политиках и никого из них не поддерживает. Изменений, мне кажется, нет, и я думаю, не будет. Наверху сидят одни коррупционеры. Не будет изменений. Вот простой пример. Тариф на холодную воду повысили. Теперь за нее надо платить целых 40 сомов. Для таких, как мы, такие тарифы неподъемны. Нурбек приходит сюда для того, чтобы вечером купить домой молока с хлебом, чтобы дать сыну-школьнику денег на проезд. Пока есть эта работа, его семье есть на что жить. Загадывать далеко вперед он боится, лишь бы им не мешали зарабатывать здесь свои деньги. Надеюсь, наши дети не будут работать в таких местах. Они должны работать там, где нет воды, где сухо и тепло. Они должны учиться в крупных учебных заведениях. Когда мы уезжали, мы пообещали обязательно приехать, если на Золоотвал вдруг нагрянут с проверками. Несколько лет назад, после приезда журналистов, всех, кто здесь работал, забрали в городскую милицию. Предъявить им ничего не смогли, но работа, по их словам, встала. Без средств к существованию тогда остались почти 200 семей.
Тюбек Бегалиева, Самат Алашбаев. Настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. Тысячи кыргызстанцев уже несколько недель следят за судьбой снежного барса, найденного в Таласской области. Окровавленного зверя заметили на деревне местные жители. Позже выяснилось, что в него стреляли. Зверь потихоньку идет на поправку. Дарья Тимофеева проведала барса. Джаабарс – именно такую кличку животному дали его спасители, один из главных ньюсмейкеров в стране. Новости о нем набирают тысячи просмотров. Некоторые кыргызстанцы не просто следят за его судьбой, но и принимают в ней активное участие. Очень радует, что люди откликнулись. Сейчас очень много людей звонят. Кто-то мясом предлагает принести, кто-то молча просто нам на Ильсом скидывает. Кто-то приходит, отдает деньгами. Вот сотрудники экотехинспекции вчера приехали, сами собрали сотрудники материальную помощь и нам передали. Было приятно вчера услышать слова благодарности от них. Раненую дикую кошку нашли жители Таласской области на дереве в лесу. Даже по обрывкам некачественных съемок специалисты смогли сделать вывод. Животному нужна срочная помощь. Его оперативно доставили в столицу. Операцию проводили сразу несколько ветеринаров. Рентген показал, что в барса стреляли, возможно, в упор или с близкого расстояния. В голове обнаружили около 70 дробинок, 18 удалось извлечь. От травм молодой зверь ослеп. Возможно, что зрение вернется, но только на один глаз. Это тяжелейшая черепно-мозговая травма, контузия. Конечно, после операции он сейчас в более лучшем состоянии, кушает, конечно, сейчас много спит, ест, пьет, но все равно все прогнозы нужно делать осторожно. Пока Джаабарс учится жить, опираясь только на обоняние и слух. Вернуться в дикую среду он уже никогда не сможет. Так ляжет, на спинку лежит, я ему мясо с лекарством принесу. Вот так вот даю через решетку. Ну, обычно кошка как переворачивается и ест. А он уже так вот подтянется, это уже на спине такой подтянется и даже не переворачивается. Кушает вот так вот лежа и это кверх ногами. Я говорю, ну ты, говорю, уже вообще, говорю, обленился, не хочет. Барс стал более активным, и ему уже готовят клетку побольше. Когда Джаабарс наберется сил, он переедет в специальный вольер в зоопарке, которым руководит Салтанат. Большая часть животных там тоже пострадали от рук человека. Но он был, так скажем, в младенчестве изъят, наверное, из природы. Это наше, опять-таки, предположение. По его поведению, да, есть то, что есть доля контузии, что он так себя спокойно ведет. Но все равно есть какие-то моменты, которые показывают, что у него не дикие повадки. Стрелявших Джаабарса до сих пор пытаются найти. По факту незаконной охоты на снежного барса возбуждено уголовное дело. Это животное занесено в Кыргызстане в Красную книгу. По подсчетам экспертов, по всему миру их осталось около 7000 особей. Дарья Тимофеева, Азат Интемаков. Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами в понедельник. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Давос 2020. Мировая пресса о гостях и главных темах Всемирного экономического форума в швейцарских Альпах. Неблагодарный сосед. Российские власти и подконтрольные СМИ вновь обвинили официальную Варшаву в искажении исторического прошлого. ТВ для всех. В городах Германии много лет успешно работает открытое телевидение. Каждый может попробовать себя в роли тележурналиста. С этой дороги начинается путь к золотым приискам Нарына, в самом высокогорном районе Кыргызстана. Бригада Мурата – опытные золотоискатели. Зимой, когда жизнь в поселке Ташбашат замирает, они выходят на работу. Мы специально приваривали стальные пластины, чтобы они не ломались и не гнулись под водой. Я тут работаю с 2000-х годов.